Здравствуйте, меня зовут Павел Владислав, я ученик 9 Б класса из школы Михаила Андреевича Алексеева. И тема моего доклада «Будь мужчиной. Сходственные моменты воспитания мужского пола у спартанцев и Волонка Чемемберге». Актуальность работы заключается в том, что с ранних лет в мальчикам нужно привить такие качества, как отважность, выносливость, способность ко всему. В техногенном постиндустриальном мире современные мальчики ведут сидячий образ жизни, который совершенно не совпадает с традиционным воспитанием мужского пола предков. Из-за этого возникают серьезные проблемы современности, в том числе и со здоровьем. Проблема работы воспитания мальчика к мужчину. Цель исследования исторического и культурного наследия в области воспитания настоящих мужчин. Задачи. Во-первых, изучение воспитания богатыря Чемемберген Волонко. Во-вторых, изучение истории воспитания древних спартанцев. В-третьих, сравнение и анализ изученного материала. И в-четвертых, найти сходственные моменты воспитания в двух источниках и замоделировать образец современного воспитания. Спартанское воспитание протекало в 3 последовательных этапа. Среди главных преимуществ системы можно выделить следующие моменты. Дети становятся закаленными и выносливыми, могут терпеть боль, еды и сдерживать слезы. У воспитанников формируется самостоятельность, постоянные тренировки прививают дисциплину, физические упражнения способствуют укреплению здоровья, испытания, лишения и ограничения учат детей ответственности. Здесь мы можем видеть, как воспитывает Волонко богатыря Чемемберген. После исполнения 7 лет Чемемберген исчезает из земли. Позже выясняется, что он был украден по приказу Всевышнего Ренгартойон для воспитания, где его воспитателем выступает Кукурюльбала, который занимается с мальчиком по физическому развитию. Как говорится Волонко, воспитанием настоящего мужчины занимается специализированный знатный богатырь, назначенный Ренгартойон. Затем, убедившись становлением полноценного богатыря, дается специальное имя. Чемемберген в нашем случае. Передаются доспехи конь. После, становясь богатырем, Чемемберген приступает к исполнению своего обещания – защитить людей от нечисти. Должен мужественно бороться за беззаботную, счастливую жизнь среднего мира. Здесь мы можем видеть сходственные моменты воспитания мужского пола у спартанцев и Чемемберген. В обоих случаях воспитывать имеет право тот человек, который специально обучен к этой самостоятельности без участия родителей. В случае спартанцев, в Спарте воспитание допускается гражданин Спарты, который мальчика передает в специализированную школу. А в случае Волонко из 3-й не эвакуирует по приказу Всевышнего Ренгартойон, крадет мальчика и воспитывает втайне от родителей. В обоих случаях на первом этапе роль воспитания акцентрируется на привитии таких качеств, как выносливость, храбрость, справедливость, отважность и патриотизм. На втором этапе акцент воспитания ставится на развитие умений и применять методы борьбы для удачной победы. На 3-м этапе юноша связывается со смыслом жизни. В случае спартанцев дается право на создание семьи, в случае Волонко это передается конь. В обоих случаях продолжительность воспитания длится до 12-13 лет. В случае спартанцев с 7 лет до исполнения 20 лет. Общий срок воспитания составляет 13 лет. А в случае Волонко воспитывается на протяжении 12 суток. Это значит 12 лет, так как Волонко один день считается 1 годом. И в итоге изучение исторического и культурного наследия выявлены сходственные черты воспитания мужского пола. Воспитанием мужского пола должен заниматься специалист. Воспитание начинается с 7 лет, продолжительность воспитания длится до 12-13 лет. Воспитательный процесс делится на 3 этапа. После изучения исторического и культурного наследия выстроится модель воспитания по формуле стимул, реакция, подкрепление. Современная модель воспитания мужского пола. Первый этап – стимул, второй этап – реакция и 3-й этап – подкрепление. Спасибо за внимание.